День, два, три раза я на этот кладбище прохожу. Всегда думал, как мои деды, отец лежит. Он хотел, чтоб я стал спортсменом. Чем теперь занимается его сын, отец Мурата так и не узнал. Умер до перестройки. И будь его отец жив, о том, как его сын добирается на работу, он уже точно не узнал бы. Об этой переправе Мурат не рассказывает даже жене, не отпустит потом. Хлипкая люлька на канате не самое страшное. Когда кабина остается на том берегу, переправляться через реку приходится на руках. Потом еще несколько километров по кромке льда. Здесь, в верховьях Нарына, прямо посреди замерзшей реки, работает его бригада. В воде они ищут золото. Бывали случаи, ты незаконно работаете, так сказали, но они не заставили нас гонять. Экологию не портим мы, не разрушаем, только камни на водах разворачиваем и все. Температура воды минус 10, воздуха почти минус 30 градусов. Но мороза они словно не замечают. Все коренные жители Нарына, самого холодного региона республики. Я никогда не мерзну. Российские русские моржи моются же на 20 градусов. В воду погружаются по очереди. На каждом специальный резиновый костюм. Без него никак. Промокнешь и замерзнешь сразу. Еще нельзя отходить от берега, унесет течением. Жаловаться на свою работу не хотят. Говорят, спасибо, есть хоть такая. Было бы хорошо, если была бы другая работа, конечно. Вот говорили, ГЭС построят, мы радовались, а теперь стройку остановили. За счет золотого промысла в Нарыне живут целые деревни. Желтый металл, считают старатели, притягивает. Личный доход, еще плюс, как азарт, что ли, выходит работать. Не все, но интересуются многие. И даже бывало случаи, почти что есть села, выходила и работала. Никто не богатый. Не видел таких. Но зато на свою жизнь хватает. Огромных самородков в Нарыне еще не находили. Самый большой слиток на память у Мурата весил всего 5 граммов. Обычно частички драгоценного металла бывают еще мельче. Отделять его от песка непросто. Промывать нужно все это до тех пор, пока здесь не останутся только крупные камни. И тогда мы уберем крупные камни, и вот тут у нас в остатке будут, возможно, маленькие мелкие сливки. Ну, теперь посмотрим, что мы тут намыли. В итоге вот микроскопический кусочек золота. Не знаю, даже видно ли его в камеру, но и это считается большой удачей, потому что если за день бригада намоет хотя бы грамм золота, то день считается очень успешным. В лучшие дни в алюминиевой плошке набирается до 3-4 граммов золотых крупиц. А бывает так, что бригада уходит вообще ни с чем. Раз в месяц Мурат приходит сдавать золото в этот магазин. Выручка выходит небольшая. На каждого члена бригады примерно по $150. Для кыргызской провинции это не такая уж маленькая сумма. Поэтому на следующий день Мурат снова идет на работу через кладбище, где похоронен его отец. И точно так же, как он, Мурат мечтает вырастить своего сына спортсменом. Джибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Нарынская область, Кыргызстан.